Чемпионат Северо-Западного федерального округа. Для первых номеров сборной Коми только своеобразный контрольный срез. А вот для тех, кто в запасе, хорошая возможность показать себя и закрепиться в основном составе. Северо-Запад – это у нас проходящие соревнования. Здесь в основном задача участвуют молодые спортсмены, чтобы заработать руспункты. Здесь они могут выполнять кандидата в мастера спорта и мастера спорта России. Впрочем, тем, кто высокие звания уже заработал, даже эти, казалось бы, проходные старты дались нелегко. Сезон получился смазанным. Один за другим отменялись соревнования. Сначала в Красногорске, потом в Беларуси. И многие только сейчас поняли, состояние-то далеко не боевое. Вот и призер сегодняшней гонки Ольга Царева призналась, сезон выдался тяжелым, как никогда. Конечно, он необычный, во-первых, потому что он олимпийский, и все эти последних событий, всех каких-то допинговых скандалов, вообще не особо понятно было, кто будет бегать. Негативно сказывается на эмоциях спортсменов, на молодежи, которые тоже сейчас боятся, и многие с оглядкой смотрят на мероприятия, где особенно есть допинг-контроль. И, конечно, мы рады, что наши спортсмены Коми в достаточно большом количестве пока есть в заявках на Олимпиаду. Сегодня среди претендентов на отправку в Южную Корею наши Ольга Царева, Юлия Белорукова и Алексей Виценко. Каждый день Международный олимпийский комитет преподносит нашим спортсменам и болельщикам неприятные сюрпризы. Мало того, что постоянно пополняют список тех, кому запрещено ехать на Олимпиаду, так еще и российскую атрибутику запретили использовать. Получается, прийти на трибуны с российским флагом теперь нельзя. А как быть с теми вещами, где используются цвета национального триколора? К примеру, мои варежки. Что же мне теперь в них нельзя будет и поаплодировать даже тем спортсменам, кто будет выступать под нейтральным флагом? Впрочем, несмотря на непредсказуемость решений международных спортивных чиновников, наши лыжники к своим главным стартам готовятся в полную силу. Готовится и сам лыжный комплекс. В марте он принимает чемпионат России. После 4-летнего перерыва главные национальные зимние соревнования вернутся в Коми. Наша лыжная арена готова принять титульные старты. Высокую оценку технического делегата республиканский комплекс имени Раисы Сметайной сегодня уже получил. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.